Маш Дуалца Хамсарнокус. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Вы просите, чтобы я снимала, но действительно, у меня катастрофически нет времени снимать, устанавливать камеру. Это не просто, я вам потом как-нибудь объясню, что это не просто снимать и что-то делать, тем более, когда большие крупные заказы. Но мне очень приятно то, что вы беспокоитесь. Очень много людей вышло в личку и спрашивают, почему меня нет, все ли у меня нормально, потому что я даже не захожу, друзья, нашей группы, потому что действительно в авральном режиме мы работаем. Я уже говорю своим девочкам, что у меня тут адская кухня. Так, у меня сегодня заказ и готовой еды, и вот так вот заказчица захотела, чтобы мы отправили ей, ну не ей, а ее родственникам, родным, вот такую вот доставку готовой еды и овощей, и фруктов. Сейчас я вам буду потихонечку буду укладывать в коробку. Но мне не сказали, чтобы это была прям вот красивая коробка, запакованная. Просто сложить коробку. Она просто своим родственникам отправляет, поэтому сказала, не надо заморачиваться. Купи и сложи в коробочку какую-нибудь и отправь. И сейчас мы будем это делать. Но если бы было сказано, чтобы это надо было красиво оформить, то это можно и красиво оформить, и в ящик красиво оформить. Сейчас еще и корзины оформляют. Но сегодня такое желание моей заказчицы. Так, ну вот, значит, вот такие вот яблоки. Надеюсь, видно. Вот. Кладем сюда. Так. Так, вот апельсины, груши, гранат, мандарины, вот такие вот такая гроздь банан. Мухаммед. Корзиночка киви. Вот. Получается, наверное, одна коробка. Да? Сюда можно вот еще как-то приспособить виноград. Так, смотри, видно или нет? А? Возьми. Видно? Так, мне помогает с заказом Мадина. Все эти 3 дня помогает. Вот такой вот виноград. И вот такой вот виноград. Так, все, это первая коробка. Вот так вот. Теперь... Так, ну вот, продолжаем дальше собирать коробки, эти ящики. Значит, конфеты. Было велено мне. Это, знаете, просто родственница живет, ну, я не знаю именно где, но не здесь, не в Ингушетии. И она вот хочет такой вот подарок. Да, не в России. Ну, я точно не знаю, не в России или нет. Короче, вот разных вот таких вот по полкилограмма, 3 килограмма конфет. Эти конфеты стоят 620 рублей, друзья. Я, правда, не пробовала, не знаю какие, потому что, во-первых, я не люблю шоколад. Так, Мадина, ну что бы еще, что-то надо будет. Так, значит, было дальше велено купить помидоры и огурцы. Вот свежие огурчики, вот свежие помидорчики, зеленый лук, зелень петрушки и укропа. И вот таких вот 3 сыра нарезки. Так. Вот собран второй ящик. Коробочка вот такая. Так, сейчас поищу дальше коробку. Так, а теперь клубничка, мои дорогие. Так. Клубника у нас стоит 800 рублей килограмм. Ну, вот эта вот корзиночка стоит 400 рублей.
Тут, как она мне заявила, полкило. Правда, я не перевзвешивала, не знаю. Я вот эту крышку уберу. Так, вот. Все. И теперь уже готовую продукцию будем укладывать. У нас почти все готово. Ну что, мои дорогие, процесс у нас идет. Значит, ручной один тортик уже мы сделали. Сделали также сугроб. Мы укладываем их вот на такие вот подложечки, чтобы было легко взять и переложить уже дома в свое блюдо, в свои тарелочки. Видите? Готовим и кладется вот сюда. Удобно, легко. Так, а я не прикрепила микрофон, хожу туда-сюда, но я надеюсь, вы меня простите, потому что вот эта вот сложность, действительно, друзья, очень много времени уходит. С микрофоном туда-сюда ходить неудобно. Он у меня проводной, вы знаете. Поэтому вот как-то так. Так, ну сейчас пока вот для съемки детензивной оставим вот так. Вот сейчас собирается второй овощной. И теперь нужно собрать нам еще цезарь. А? Фис. Майонез аж там в кухне. Где в кухне? Так, ну что, друзья, теперь дальше идет быстро процесс. Я как могу буду снимать вам. Это у меня тефтели. Заказ такой в готовом виде, чтобы был. А? Так. Все по желанию заказчика. Вот такие вот тефтели. Так, это у меня для бараньей ноги. Это тоже подождет. Так. Ой! Вот как он мне мешает, если честно, этот микрофон. Все, теперь дальше котлеты. Котлеты. Так, ну, друзья, вам будет шумно, но делать нечего. Этот микрофон у меня падает и падает. Так, мне говорили, что нужно подцеплять под платье. Я подцепляла, но сейчас это не вариант, потому что потом мне неудобно с этим микрофоном ходить. Так. Такие вот котлетки. Да, напополам сделай. Так. Все. Это котлеты. Так, теперь у нас куры жареные. Так. Может быть, я это сниму, все равно все вместе не смогу снять. Потом, чтобы вместе соединить, да? Закрой,
Так. Друзья, я работаю в таком авральном режиме, потому что Танзила у меня лежит в больнице. Так что просто многие говорят, не утруждайте себя, отдыхайте. Я просто пока в таком авральном режиме, в такой адской кухне. Она выпишется, алхамдулилла, ей уже лучше. И тогда уже у меня не будет так много работы. По-любому. Просто эти... Вы сами знаете, что всегда я ее как бы заменяю или как бы поддерживаю, когда она ложится в больницу. Она на своем лечении постоянно, ей нужно в год один раз поддерживать свое здоровье, короче говоря. Вот. И поэтому как-то так. Так, 2 коробки, интересно, поместятся. Это у меня 3 обжаренных курочки, друзья. У нас свет вырубили. И мальчиков нет, чтобы мне включили генератор. А мне просто сейчас некогда туда бежать и включать его. Во-первых, пачкать руки. Так, будет съемка такая, уж простите, в темноте. Для Инстаграма как снимешь? Я не знаю, как я для Инстаграма сниму. Так, это, наверное, такси. Может быть, это... Как его? А? Я столько что вырубили. Так. Они сегодня на работе. У них тоже, значит, вырубили свет. От фонарика же это... Ой, от телефона можно же будет, да, снимать, как его? Подсветку сделать. Так. А как нежно Что собирать? Нежно. Без этой, да? Вообще-то для нежного нужна. Мадина, а там помнишь, фольга, из фольги у меня коробочка стоит. Может, в ней ты соберешь? Успеем, да. Хатсон, что это? Все. Так, все, как могли, включили. И теперь у меня еще 3 курочки в вареном виде, друзья. Даже не сыр, а эти орехи. Да, туда орехи. Вообще-то Танзила, наверное, захочет, чтобы этот весь заказ был так как-то снят одновременно. Но у нас сегодня это не получится, наверное. Видео сделай. Так, они же все равно в одно место идут. Я сейчас не заморачиваюсь, чтобы части как-то они сами будут на стол укладывать. Такси мы уже вызвали, чтобы доставка была вовремя. Так, все. Теперь зеленушку. Так, мои гуси. Сейчас, наверное, ждать, Что? они, наверное, приедут. Ну, пока их привезут. Было бы здорово, конечно, если бы они приехали. Так. Хоть бы включили, обычно же включают быстро. Это просто для съемок, если честно, друзья. Так, что у нас еще? Что у нас готово? Ногу. Где у меня? Куда я делала? О, вот он. Туда его купить? Да.
Так. Вот такая вот баранья нога. Но ногу не видно. Так. Она же сюда не поместится. Надо будет, наверное, поднос так отправить. Через 4 минуты. А. Она сюда же не поместится. В круг. Ну а ты же можешь забрать, она же там получается у тебя там. Ну все. Получается почти соседка Мадины. Так, фольгу видела? Фольгу. Так, малышей забрала бабушка у нас. Орехи. Я их в чашку переложила, это однозначно. Нет, не информационно. А, нет. Так, теперь с бараньей ногой у нас еще запеченные грибы и картошка. Так, как бы мне их сейчас переложить? Ой, видите, чуть не уронила свой телефон. Так, придется отключиться. Так. Друзья, очень неудобно снимать, но мне хочется для вас это снять все-таки. И когда я сейчас буду прикреплять этот микрофон, будет тоже шумно. Так, ну вот. И петухи мои, и гуси мои. Вы слышите? Сейчас утро, но не очень раннее, уже 10 часов. Так. Ажал, жду, Бархан, подай мне, вон, подай быстрее, чтобы не было тут. Угу. Короче, грибы, лук у меня тут маринованный. Ну, это все я замариновала в соевом соусе. Грибы, лук и картошечку. И сначала в рукаве они у меня потомились минут 20. С этой картошкой и с этими грибами немножко форс-мажор произошел. Я уже растерялась, думала, у меня я не успею. У меня духовка включается снизу сверху, но нужно ее переключать. Вот, кур обжаривала, сверху обжарку поставила, за ними сразу же отправила грибы и картошку. И забыла переключить на нижний обогрев. И она минут 20 стоит, ну я думаю, ну теперь, наверное, все уже, пора открывать рукав. И вы представляете, ну хорошо, хоть они у меня не сгорели. Они чуть-чуть только потушились, прям буквально минуточку, можно сказать, они еще были совсем твердые. Но ничего, успели обжариться. Так, я все-таки положила вниз фольгу. Но, скорее всего, я сейчас украшать не успею. Мадина, куда я, интересно, черри, помидоры дела? Они мне нужны для салата, вот именно. Сейчас я не помню, в каком они у меня холодильнике. Но факт, что я их купила. Или они у меня там на столе лежат на улице. Так. Вот так вот. Так, сейчас пойду помидоры поищу. Ну, кто-то яйцо добавляет. Я не люблю цезарь с яйцом. Так, друзья, ну все, у нас идет уже последние штрихи. Да, таксист уже ждет. Так, ну что, сюда я больше ничего не буду ничем украшать. Обломали они нам всю малину сегодня со своим светом. Потерпели бы хотя бы минут 15, я бы спокойно, красиво бы сняла. Сейчас Танзила будет переживать. Так, ну и кинем вот так вот помидорки. Так. Чего ты положил? Не мешает. Не мешает.
Так, друзья, я даже не знаю, как сейчас снимать. К сожалению, у нас стол. Ну-ка, давай-ка освободим до конца наш стол. Танзила, говорю, Мадина вчера с заказом у нас еще ореховый торт. Пекла ореховый торт здесь, поэтому стоит печка на столе. У меня тут на кухне преображение. С этими большими заказами у меня вообще много преображений в этой кухне получается. Мы вынесли диван, занесли еще один стол. У нас тут такой процесс шел эти несколько дней. Так, печку отставили. Это было снято. Так, это ж, по-моему, не снято, а ты закрыла. Но в этой формочке, конечно, он не очень смотрится. Так. Так. Вон, принеси мою тряпочку, принеси мою чистую. Так, надо вообще лучше убрать. Так, подай торт, наверное, как бы, чтобы поставить, чтобы было видно. Или торт отдельным штрихом снимать, без мясного. Ну-ка, убери пока торт. Нет, убери торт, я потом отдельно сниму. И прибавим потом. Так, ну вот, друзья, это для ютуба. Короче говоря, вот, смотрите. Цезарь, нежный, сугроб, 2 овощных тортика, 3 курочки жареные, 2 курочки вареные, баранья нога, котлеты, тефтели. Вы это уже видели. Все, вот такой вот заказ у меня сегодня. И, друзья, вот такой вот тортик Мадина испекла, ореховый. И вот так вот запаковали. Некоторые вещи уже вынесли. Все, мой заказ закончен. Вот так вот, друзья. Мои дорогие, я хоть с вами и попрощалась, но заказчик, который принял свой заказ, позвонила и заказала еще голубцы 2 килограмма и 2 печеночных тортика. Так, у меня, к сожалению, нет ни болгарского перца, ни гранатов. Ни болгарского перца, ни граната, и я вот так вот засыпаю орехом. Такси уже ждет, отправляю.